Россия намерена продолжить поставлять в Таджикистан военную технику. В Иране скончался один из шуринов президента Республики Таджикистан Хусейн Садуллозода. В автобусах Москвы убрали призывы к мигрантам вступать в армию Российской Федерации. Глава МИД России заявил, что создание газового союза России, Казахстана и Узбекистана нет геополитической игры. Россия намерена продолжить поставлять Таджикистану вооруженную военную технику, необходимую этой стране для повышения боевого потенциала. Как сообщает российская газета, об этом министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил в Москве на переговорах с таджикским коллегой Шерали Мирзом. Их встреча прошла в пятницу на полях заседания глав оборонных ведомств стран-членов Шанхайской организации сотрудничества и Содружества независимых государств. Шойгу сказал коллеге, что сотрудничество России и Таджикистана в военной области является важным фактором сохранения стабильности в Центральной Азии. Он также подчеркнул важное место в обеспечении региональной безопасности 201-й российской военной базы и высказался за укрепление возможностей. В свою очередь, министр обороны Таджикистана отметил важность сотрудничества двух стран. За период, прошедший с нашей последней встречи в рамках двухстороннего сотрудничества, была проделана огромная работа, включая ряд совместных учений. Пользуясь случаем, выражаю искреннюю признательность за оказанную помощь и всестороннюю поддержку, сказал он. В ходе переговоров Сергей Шойгу и Шерали Мирзо подписали план сотрудничества между оборонными ведомствами России и Таджикистана на 2023 год. В Иране в возрасте 54 лет скончался Хусейн Садуллозода, шурин президента Таджикистана Эмомали Рахмона. 11 декабря стало известно, что гроб с телом покойного будет доставлен в Таджикистан поздно вечером в воскресенье или в понедельник. По словам источников, Хусейн Садуллозода страдал сердечной недостаточностью, в связи с чем 2 недели назад его вывезли на лечение в Иран. Он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и скончался минувшей ночью в Тегеранской больнице. Его родной Махале, Чапаев района Джамаледдина Балхи, готовится к похоронам, сообщил об этом один из источников радио Зоди. Хусейн, один из братьев-близнецов Азиза Мох Садуллозода, супруги Эмомали Рахмона, больше известен другой брат Хасан Садуллозода, который является председателем Орион Банка, фактическим владельцем авиакомпании Сомон Эйр и десятков малых и крупных предприятий. Хусейн Садуллозода возглавлял компанию «Нафтраса» в Ливакане, которая занимается в основном продажей ГСМ в Хатлонской области. В сети мало информации о его деятельности на этом посту, но другие члены этой семьи занимают важные чины и должности, а также контролируют ключевые сферы бизнеса в Таджикистане. В автобусах Москвы перестали транслировать призывы к мигрантам вступать в армию России, об этом сообщает РБК. Ранее в соцсетях распространилась фотография из московского автобуса, на экране в салоне которого транслировался призыв на узбекском языке вступать в армию России. Мосгостранс сообщил, что сообщения уже сняты с эфира. Сообщения на узбекском, кыргызском и таджикских языках в московских автобусах с призывом вступать в российскую армию были размещены по обращению руководства миграционного центра Сахарова сроком на 2 месяца. В настоящее время они сняты с эфира. В идее создания газового союза России, Казахстана и Узбекистана нет геополитической игры. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в интервью казахстанскому телеканалу Хабар-24. В настоящее время обсуждается инициатива о формировании тройственного проекта по газу между Россией, Казахстаном и Узбекистаном. Аналитики, особенно на Западе, немедленно стали говорить, что это некая политическая или геополитическая игра. Никакой игры здесь нет, сказал Лавров. По его словам, страны имеют общую газотранспортную систему, и все стороны заинтересованы в том, чтобы снабжение не нарушалось из-за сезонных пиков. На днях читал сообщение, что в Узбекистане неожиданно наступил резкий дефицит электроэнергии. Вот конкретный пример, когда без всякой политизации и идеологии нужно использовать наши преимущества для решения практических вопросов в интересах наших граждан, добавил глава МИД России.